через некоторое время, получается завтра, ну я сегодня чуток опоздал, прошу прощения. Вот, ножи доделал. И через некоторое время покажу все, какие все-таки ножи будут разыгрываться в качестве призовых завтра. Вот. И завтра 14:00 по Москве, 20:00 по якутскому времени начнем конкурс. Вот. И нажму на генераторе случайных чисел 23 раза и узнаем 23 победителя. Внимание, народ! Здравствуйте! Внимание! Завтра, праздничный день, 23 февраля, буду принимать билеты до часу дня по Москве. Это по якутскому времени получается 19 вечера, 19 вечера до часа, до эфира буду принимать билеты, оплаты на билет. И будьте, пожалуйста, очень внимательны при отправке вашего номера, сообщение получателю обязательно пишите. А то я тут мучаюсь, понимаете ли. Ищу тут, ищу там, по WhatsApp, требую чеки и так далее. Это отнимает очень много времени. И после этого, как всегда, на мой огород должны падать камни во время эфира, после эфира. А где мой билет? А где мой билет? Почему вы написали? И так далее. Мы это проходили очень много раз. Вообще-то ошибаетесь только вы. Я проверяю и перепроверяю, когда печатаю. Вот. Были случаи, когда только начал такую деятельность, лет так 4, по-моему, назад. Вот. В одном эфире вместо нуля поставил, по-моему, двойку и пошло-поехало. Так что вы знаете свой номер, я ваш номер не знаю, я свой точно помню. Вот, так что пишите точный номер. Вот. И коли никак не написали свой номер, предоставьте, пожалуйста, чек по WhatsApp. Вот. Я тут нажимаю, смотрю на дату, да, 22, 23 какого-то числа поступило, да, действительно. И стоимость. Если 1000 рублей, то 2, если больше и так далее. Или 500 рублей. Я это вижу. Вот. И многие пишут, у некоторых ватсаповский номер и сотовый номер не одинаковый. В этом случае тоже бывают некоторые проблемы, скажем так, маленькие. Звоню так, заблокирован, этот номер победил, скажу я в прямом эфире. А оказывается-то он вообще не работает. И вдруг незнакомый номер мне говорит: алло, алло, это я, Иван Иванович, откуда-то. А я не знаю, что Иван Иванович написал такой номер. Правильно? Правильно. Так что, ребята, все зависит от вас, все зависит от меня. Я сделал. Покажу, сколько сейчас на данный момент. Если в руках все войдет. Ой, ой, ой. Вот они. Красавцы. Это часть только. И в темном, и светлом. Видите? Вот. Такие красавчики. 12, чуть больше 12 сантиметров и чуть ниже 12 сантиметров. Ножи готовы.
Вот. И хотелось бы уточнить, после эфира сразу начну продавать в прямом эфире ножи из разных сталей. Вот. И есть одна левша. Давайте я вам покажу все-таки. Вот такой красавчик. В бычьем хвосте. Больше 3 оборотов. Знакомый звук. Вот. Левша. Длина у него клинка 9,5. Левша. Вот. Многие просят, и клинок, обратите внимание, матовый. Между прочим, PGK и, между прочим, 63 Рокуэлли. Рекордный. Ну, для PGK это нормально считается. Так что, господа левши, завтра будьте в эфире. Кто первый позвонит. И в бычьем хвосте 1, 2, 3, 4. Или 3. 4, ага. И есть, будут еще завтра из кожи длинные ножи. Ну, в том плане 14. Чуть длиннее, чуть меньше. И их я буду продавать. Цену побазарим. Все-таки праздник. Некоторые такое скидочку могу сделать. Вот. И начнем, пожалуй, показать вам ваши номера. Повторюсь, будьте предельно внимательны при отправке и обязательно отправляйте чеки, обязательно пишите правильный номер, чтобы потом всякого не было во время эфира. Вот. На данный момент все, что у меня есть, отправлено. Сейчас покажу. Вытыкенная игла, как яралаши. Так, ну, ребята, 550. Надеюсь, до 600 дойдет, не дойдет, узнаем завтра. Вот. За 23 ножа. Ой-ой. Ну ладно. Будут шразаться, скажем так. На данный момент 550. И ребята пошли свои номера. Смотрим. Ребята из Казахстана увеличивают свои шансы. Вот. И некоторые постоянные участники тоже увеличивают шансы. Того и вам рекомендую, ребята. Увеличивайте шансы. Сам компьютер знает, куда он, какой номер попадет. Вот. Скажите спасибо, что умею печатать правильно, скажем так. Коли есть вопросы, ребята, пишите. Пока эфир идет, пока номеров-то посмотрите после завершения. Вот. Да, сегодня день был нелегкий. Вот. Ну, перед конкурсом обычно всегда напряженные дни бывают. Так и будут, наверное. Вот. Хочется людям все-таки ножи сделать качественные, а не тяп-ляп, а не ради количества. Это принципиально не мое. Если делать, то до конца четко. Чего я вам рекомендую, желаю, мои коллеги.
Надо сделать все до конца. Не только красивую рукоять, не только красивые ножны, но и сам клинок. Вот. Все-таки для вас стараемся. Для вас, для клиентов. Вот. Так что, ребята, качество отменное. Да и гарантию пожизненную не каждый кузнец даст. А моя компания дает пожизненную гарантию на каждое изделие. На каждое. Так что у вас всегда может быть новый нож. Кстати, ребята, по гарантии у меня тут один остался. Что-то хозяин затерялся. Надеюсь, жив-здоров. Вот. И те ребята, которые получили по гарантии, не могли бы маленький ролик со словами благодарности или со словами угрозы передали бы мне, отправили бы, довольны, недовольны, гарантия действительно работает или нет. Хотелось бы обратную связь. Вот. Ну, так как на днях получили, по-моему, некоторые, и что-то молчок, довольны, недовольны, или, я не знаю, получили, недополучили, неизвестно пока. Надеюсь, отзовутся. Вот этот ножик. Вот, по гарантии прибыл. Сейчас совершенно новенький. Блестящий. Наточил. Все, готов к службе. Вот. А4 разделять на две части. Но бритва не бритва. Когда новый ножик всегда острый. Но главный вопрос. Потом как? На природе как? В походных условиях можно ли точить и так далее. Эти вопросы касаются всех охотников, рыболовов. Если остановиться на этот вопрос, да, это надо учесть. Кристально чистая, кристально как крепкое, как стекло. Да, он хороший, да, суперский, да, блестит, зеркало не надо. Хоть брейся. Но через год-то он бреет, вряд ли. Через пару месяцев активной работы в походных условиях вы точите сами, самостоятельно. Некоторые скажут да, потому что они держали в руках точило. А некоторые нет, колбаски резать и все. Вот. Ну, попадались на охоте такие ситуации. Байонет дал, завалили лося, поработал, красавчик. Вот, второй день пошел, тоже завалили, а тут уже ножик уже захромал. Третий, четвертый, там уже придется поточить. А она у вас точится? О, если точится и это держит, в течение одного лося не точится, значит хороший. А половину разделывал шкуру, а на второй половине сел, то, ребята, это, на мой взгляд, на мой личный опыт и на мои рекомендации этот нож не пойдет. Не пойдет. Минимум. Талька неолог второй. Минимум. Один лось спокойно.
спокойно. Потом потребуют поправки, а не точить. Поправки. Это две большие разницы. Поправил чуток туда-сюда, все, дальше поработай. Почему? Потому что режущая кромка-то у него вязкость, ударопрочность, гибкость имеется от других сталей. Имеется. Вот. Не хочу ни на кого тыкать, вот, ничей-то огород бросать камни, но моя компания старается именно держать марку минимум за такую сумму такой-то, за такую сумму такой-то. Правильно? Вот. Тем не менее, ну, этот месяц оказывается короткий, 28 дней всего. Вот. В следующем месяце, марте, тоже конкурс будет в конце марта. Вот. До этого есть некоторые заказы из Фикрони, из Кромакса. Их доделаю. Вот. И посмотрим, действительно ли они такие крутые или так себе рекламный ролик. Вот. Мы его тут добьем, узнаем и в открытую обзор сделаю и в открытую на продажу выпущу. Только X таких сталей. РВЛки уже тю-тю нету. Мы с ним расстались. Сталь хорошая, ну смотря как закалить. Ну, по моим критериям, средний, ниже среднего, высокий, но слишком высокого я не дошел. Да, Максим Олегович, да. Вот. Но на удивление режущая кромка не крошится, встает, заново работает как новый. На удивление. То, что Chromax PM все рекламирует, ну, из стройки лидеров, как уже вот почти год прошел, 9 месяцев, год, вот, не уступает. Я тут первую сделал, очень плотная сталь, за счет плотности он очень вязкий, и еще там много перчика остренького добавили в стали, поэтому режущая кромка вали не вали, вали не вали, останавливается. За счет этого считается, он долго, хорошо держит режущую кромку. Так и есть, не вопрос. Вот. А мы будем искать дна, которые, я думаю, не глубоко. Пару шагов сделаем на ударопрочность, на вес человека. Да хоть моего, а я немножко застольник, 98. Ну, удержит, куда он денется. Несмотря на обух 3,2, 3,5, человек удержит. Этот неолог спокойно держит. Вот. И самое главное, если хотите протестировать у себя, делайте подошву из железа, кирзовые сапоги или что-нибудь такому стойте. Если вдруг, не советую, ребят, вдруг там деревяшки повернутся, отскочат, лезвием нож встает и через тапочки на костях становится. Это будет очень больно и очень долго будет. Не завидую. Хотя пробы были, ошибки были. Так что на тапочках лучше не стоит. Да, и на хорошем обуви, мягком. Что-то тут написали, смотрю-ка. Так. Тупой режет. Ну, можно порезаться. Привет, привет. Привет, привет. Так,
Порядковый номер сами выбираем или автоматом. Алексей Артемьев. Наверное, вы только впервые подключились. Здрасте, здрасте. От 1 до 550 генераторы случайных чисел забиваю. Нажимаю 23 раза. Все. Да, 550 билетов. Все, ребята. Ждем обзора. Обзорчик будет, по-моему, через некоторое время. Попытаюсь. Вот. И еще я должен сказать, предупредить. Ребята, тут у нас начинаются ремонтные работы на линии и у себя. Возможно, если завтра по каким-то причинам не будет света, то и интернета тоже, и мое лицо вы не увидите. Вот. Даже когда есть электричество и интернет пропадает, дорогой наш яблоко или яйцо красного вида, вот, то тоже придется отложить. Форс-мажорная ситуация, я должен предупредить. Если такое будет, то перейдем на воскресенье, наверное. Но пока таких сильных ветров прогноз не обещает. Думаю, что все пройдет гладко. У меня все. Укрепляем позиции. Репортните, подключите своих. Все-таки завтра праздник. Милые дамы, покупайте билеты. Повезет, черт ее знает, можете повезет. Вот, можете мужу подарить настоящий якутский ножик. Тогда, если выиграете, то можете смело попросить у своего мужа покупать билеты на новенький Lexus или на шубу, или саму шубу. Так-то вот так. Всем добра, всем благ. До встречи.